эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Марьяна Кутукова. Дмитрий Медведев обязал Министерство энергетики и Федеральную антимонопольную службу заключить с нефтяными компаниями соглашение для стабилизации рынка нефтепродуктов. Глава правительства подписал соответствующее постановление. На базе вот этого постановления Министерству энергетики вместе с антимонопольной службой вменяется обязанность заключить с хозяйствующими субъектами соглашение о принятии мер по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов. Да, они договорились по моему поручению, потому что альтернатива была простая. Или будут эти соглашения, или ведут запретительные пошлины, то есть вот эти самые ограничительные меры по поставкам на экспорт. Но компании нефтяные эти аргументы услышали и согласовали вот такой режим, сказал Медведев на брифинге в Пекине. Документ вступает в силу с момента подписания. В нем прописан перечень компаний, которые берут на себя обязательство сохранять цены на уровне мая до конца года. Среди этих компаний «Газпромнефть», «Лукойл», «Роснефть», «Руснефть», «Сургутнефтегаз» и «Татнефть». Долги россиян за ЖКХ коммунальщики планируют передать коллекторам. Возможность привлечения профессиональных взыскателей рассматривают уже несколько компаний, в частности Мосэнерго и Росводоканал. Последняя, как сообщает газета «Коммерсант», уже передает часть задолженности коллекторским агентствам на этапе досудебных мероприятий. В свою очередь, сами коллекторские агентства высказали серьезную заинтересованность. По оценке руководителя Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Виктора Семендуева, сейчас поставщики услуг ЖКХ дают в работу коллекторам не более 5% от общей задолженности населения. Для поставщиков услуг ЖКХ ассоциация собирается разработать стандарты по отбору и оценке эффективности коллекторских агентств, рассчитывая увеличить объем передаваемых долгов. Тем временем потребление электроэнергии в России в октябре снизилось на 1,6%. По данным системного оператора единой энергосистемы страны, снижение показателей произошло из-за теплой погоды второй месяц подряд. Среднемесячная температура наружного воздуха выше по сравнению с прошлым годом. В октябре этого года ее значение составило 6 градусов, что на 2,5 градуса выше, чем в октябре прошлого года. Ну а жителям Тикси сэкономить при оплате счетов за электричество помогут новые ветроустановки. Накануне в поселке запустили японские ветроустановки общей мощностью 900 киловатт. Прогнозируемая экономия дизельного топлива от их запуска составит 500 тонн в год, что составляет около 700 миллионов рублей. Жители Тикси сэкономят до 20% от затрат на оплату электроэнергии. На первом этапе комплекс будет работать совместно с уже имеющейся в поселке дизельной электростанцией. В следующем году намечена установка 3 дизель-генераторов общей мощностью 3 мегаватт, а также монтаж накопителей электроэнергии. В 2020 году начнется демонстрационный период всего комплекса. Мы должны увеличить долю использования альтернативных источников генерации энергии в 2 раза к 2024 году. Новые технологические решения позволят в перспективе снизить эксплуатационные затраты за счет экономии на приобретение дизельного топлива, а также создадут дополнительный резерв надежности электроснабжения. Сегодня мы можем гордиться, что Якутия в этом плане впереди многих регионов, сказал министр ЖКХ и энергетики республики Дмитрий Садовников. Напомним, Япония выделила ветроустановки и дизель-генераторы безвозмездно. Японская сторона нацелена на испытание оборудования в условиях экстремально низких температур и сильных ветров. Сегодня они рассматривают возможность установки 3 новых ветроустановок в поселке Черский. На Верхнемутском месторождении добыт первый крупный алмаз ювелирного качества. Об этом сообщает пресс-служба компании «Алроса». Прозрачный кристалл октаэдрической округлой формы с незначительным желтым оттенком был извлечен из руды трубки «Заполярная», одной из 4 кимберлитовых трубок, разрабатываемых на месторождении. Масса алмаза составляет 51,49 карат, а размер можно сравнить с перепелиным яйцом. Ориентировочный возраст добытого кристалла свыше 350 миллионов лет.
Это первый алмаз весом свыше 50 карат, добытый на Верхней Муне. Учитывая, что добыча здесь началась совсем недавно, это очень обнадеживающее событие, которое свидетельствует о хорошем потенциале месторождения. Несмотря на небольшие включения и трещины, алмаз, несомненно, ювелирного качества. И после огранки из него получится один или несколько бриллиантов с высокими характеристиками, сказал директор Удачнинского ГОКа Александр Махрачев. Напомним, запуск Верхнемунского алмазного месторождения состоялся 31 октября. Месторождение алмазов находится на западе Якутии в 170 километрах от города Удачный. По словам президента России Владимира Путина, запуск Верхней Муны закрепит позицию Алросы как лидера в сфере алмазодобычи на мировом рынке. В 2019 году начнется масштабная реконструкция северных аэропортов. В рамках реализации программы развития транспортной системы России в следующем году начнут приводить в порядок аэропорты Сеймчан в Магаданской области и 4 аэропорта в Якутии – Верхневилюйский, Жиганский, Алекминский и Нерюнгри. Основной объем работ придется на аэропорты, где запланирована реконструкция взлетно-посадочной полосы. В аэропорту Жиганск взлетно-посадочная полоса сохранит грунтовое покрытие. Появятся рулежные дорожки и перрон. На время всей реконструкции аэропорт сможет принимать и отправлять пассажиров без каких-либо ограничений. В аэропорту Алекминск запланирована полная замена грунтового покрытия на искусственное, которое ограничит движение воздушных судов на период работ на летном поле. Однако в дальнейшем это решит ежегодную транспортную проблему с размоканием взлетно-посадочной полосы в районе, сообщил генеральный директор компании «Аэропорты Севера» Вадим Волков. Также в следующем году стартует реконструкция в аэропорту Нерюнгри на сумму более 7 миллиардов рублей. Срок окончания работ – 4 года. Кроме того, в 2019 году начнутся проектно-взыскательные работы по ремонту аэропортов Маган, Уснера и Полярный. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.